бы еще раз всем напомнить о том, что нужно соблюдать правила онлайн-этикета, а точнее прошу всех включить камеры. Далее проявлять активность. По окончанию тренинга вы сможете задать вопросы нашему сегодняшнему спикеру. Далее соблюдать естественный дресс, заходить на 5 минут раньше и позаботьтесь об общей картине. Итак, также хотелось бы напомнить вам, что на тренингах действует правило конфиденциальности. Здесь принято считать, что информация, которой делятся участники, по умолчанию не предназначена для выноса за пределы тренинга. Итак, про сегодняшнего нашего спикера, Поп Людмила Александровна. Она является профессором кафедры финансы и учет ПГУ имени Торайгырова, также кандидат экономических наук. Также имеет членство в Институте внутренних аудиторов, общественное объединение ассоциации «Бизнес», консультант по вопросам налогообложения, также член профессиональной организации бухгалтеров, Институт сертифицированных бухгалтеров Казахстана и член Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан. Итак, теперь слово дадим вам, Людмила Александровна. Меня слышно? Вроде бы я включила звук. Вот, слышно. Приветствую всех собравшихся. Очень приятно, что в субботу вечером есть желающие вообще обсудить вопросы бюджетирования технических проектов. Это позволяет мне думать, что будущее Казахстана в надежных руках. Сейчас я включу презентацию. Видно ли презентацию? Все ли в порядке? Да, все видно. Хорошо. Итак, наша текущая тема – это бюджетирование технического проекта. Насколько я понимаю, все собравшиеся здесь, такие будущие ученые, продвигают свой проект, находящийся на какой-либо стадии. Мы, конечно, не будем наивно думать, что за час, который сегодня у нас будет, можно научиться прям, делать, да, бюджет. Но в целом все равно хотя бы некая обзорная часть, чтобы можно было понимать. Чаще всего в настоящих проектах, допустим, из своего опыта я могу сказать, чаще всего происходит так. Первую подачу, самую первую, когда нужно рассказать суть, когда примерно нужно прикинуть доходы крупно, расходы, оборудование, да, не знаю, обычно предприниматель или инвестор это делает сам. Или консультируется с кем-то, но тем не менее делает узким кругом. Но когда уже проект заходит, не знаю, например, в банк развития или доходит до уже финансирования, то в таких случаях уже привлекается внешняя услуга и, соответственно, специалисты. Поэтому, может быть, в презентации будут какие-то определения или какие-то слова, которые вам не очень знакомы, потому что ваше образование, допустим, не экономическое. Вы можете задавать параллельно эти вопросы, прям по ходу включить микрофон и что-то такое уточнить, чтобы я понимала, и дальше мысль шла нормально. Иначе, если что-то непонятно, может быть, я до конца дойду, а у вас мысль потеряется. Вот. И еще до начала здесь будет очень много примеров. Вот прям всякие таблички, да, вот как выглядит примерно бюджет, какие там строки, да, например. И чаще всего я брала примеры таких проектов, которые имеют, допустим, у нас в университете у нас тоже есть проектные различные команды студенческие, и они берут что-нибудь такое попроще, доходы и расходы считают. И для научных проектов это, обычно доходы не всегда мы считаем. Когда это научно-исследовательский проект, мы берем только расходную часть, а доходную не считаем, потому что в исследовательских проектах важно, что мне нужно для того, чтобы делать исследования, какие расходы мне нужны. А потом, когда уже исследование будет завершено и будут какие-то результаты, можно будет думать о доходах.
еще раз резюмирую, в моих примерах будет как бы полный бюджет, включая доходную и расходную часть, но в ваших, может быть, потом в дальнейших работах вы, ну, вполне возможно, возьмете только расходную часть для своих практических действий. Итак, значит, бюджетирование технического проекта, формирование скелета бюджета, необходимая оценка ресурсов, ну и так далее, то есть некоторые такие крупные части. В первой части я привела немного определений, чтобы было более-менее понятно, что такое бюджет, потому что, ну, тоже разный же у вас опыт, да, многие, вот когда я спрашиваю бюджет, они такие, бюджет государства, да, государственный бюджет все представляют. Вот в данном случае мы будем говорить о бюджете как о количественном плане, отражающем цели и задачи деятельности компании, выраженные в натуральных и денежных выражениях, показателях, подготовленные и принятые в определенном виде. Значит, и здесь вот видно, что сюда мы включаем и величину доходов, и величину расходов, и размер капитала. Капитал – это ресурсы, да, которые нам нужно вложить, чтобы вот какие-то расходы понести и заработать какие-то доходы. Дальше, вот это определение, да, можно вот так графически выразить вот такой картинкой. Вот посмотрите на нее, это, ну, несложно, тем более вы же технари по образованию, да. Вот представили себе чистую прибыль, в смысле доходы минус расходы. Ну, не знаю, маленький такой пример там приведу, например, мы решили заниматься частным извозом, покупаем, ну, или там берем машину в аренду, или покупаем, допустим, машину и начинаем делать поездки, да, заправляем бензин и начинаем делать поездки платные, ну, не знаю, возим кого-нибудь в БНАУ посмотреть природу. Вот первые вниз кубики означает, что первые периоды у нас идут убыточные, потому что нам нужно много понести расходов, да, нам нужно купить машину, нам нужно, например, оформить ее, страховку купить и так далее. Потом потихоньку убытки уменьшаются, потому что доходы подрастают, но расходы еще выше, чем доходы. И поэтому финальный результат, да, когда доходы плюс расходы, он немножко лучше, но еще в ноль не вышел. И вот наступает какой-то период, здесь я специально не поставила период, это могут быть месяцы, кварталы, да, наступает какой-то период, когда первый раз доходы чуть-чуть превышают расходы, ну и потом в идеале, да, вот так вот они как бы растут. Вот таким образом обычно жизнь проекта выглядит, да. В начале всегда много расходов, ну, хотя разные бывают проекты. Проекты бывают разные по затратам, по периодам времени. Например, если бы мы были бы в компании Илона Маска, да, и строили бы космодром, то вот здесь было бы вообще очень много-много, да, расходов, а доходы, может быть, где-то далеко бы появлялись. В каких-то коротких операционных системах, ну, например, самые короткие, да, это с деньгами, когда мы имеем дело, например, банки, им не нужно много оборудования, им даже здание можно просто в аренду, да, взять и так далее. Ну и сразу могут приходить доходы, поэтому у них могут быть короткие периоды. В общем, проекты бывают разные, но вот это в целом такая вот идеальная картинка, как выглядит проект, да, вот такие длинные убытки, да, квадратики, когда прибыль отрицательная такая. И потом вот такие маленькие, не очень высокие, как вот здесь он такой длинный, а здесь маленькие такие квадратики, это когда прибыль пошла. И надо, чтобы вот этих квадратиков длинненьких было много, чтобы можно было вот эти убыточные периоды окупить. Вот, собственно, картинка какого-то инвестиционного проекта, любого. Выглядит примерно так. Вот. Первый пример, который я здесь поставила, это реконструкция электрической подстанции с заменой масляных выключателей на электрогазовые. То есть это реальный пример, реальный проект такой, да, то есть когда подстанцию, допустим, масляные заменяют на электрогазовые элементы. И вот здесь в проекте было предпринимателю всегда очень важно, и вообще руководителю проекта всегда очень важно отвечать на вопрос, а зачем это все мы делаем, да, и вот в данном случае в проекте указывалось, что оборудование является физически и морально устаревшим, да, то есть старое оборудование. Следствие какое? Высокие издержки на обслуживание,
недоотпуск электроэнергии в связи с отключениями, штрафные санкции в связи с порчей оборудования потребителей. Ну и в нашем случае, в каком-то более простом, это вот из реального проекта, да, мы тоже знаем, что бывают проекты часто, когда мы просто обновляем, что-то обновляем. Ну, что-то делается всегда вот так, например, всегда операции делали скальпелем и руками хирурга, а теперь мы сделали манипулятор какой-то, да, который может удаленно, хирург сидит где-то в Астане, например, да, кардиолог, хирург, а манипулятор стоит, ну, не знаю, допустим, в Караганде, в Атырау, и вот каким-то образом там происходит операция. То есть мы говорим, что вот другой процесс, мы предлагаем другой процесс, вот это будет хорошо, потому что, да, и тоже свои какие-то излагаем доводы, почему это будет хорошо. Вот. Теперь какие направления анализа, когда мы начинаем какую-то идею рассматривать, да, вот здесь на сегментной диаграмме примерно равноправные доли я выделила, то есть надо сделать технологический анализ, это как бы вообще стезя технарей, кроме них это никто не может сделать. Надо делать правовой анализ, да, вообще это можно делать, вообще, ну, условно мы что-то такое придумали, не знаю, что-нибудь с квадрокоптерами, да, и ну, съемки, например, топографические, да, какие-то, думаем, будем вот сейчас уточнять карты, вот у нас вот такой проект. А немаловажно спросить, это вообще разрешено, это можно, то есть возможно ли без разрешения поднимать квадрокоптер там на такую-то высоту и делать съемки, ну или какие-то другие ваши проекты, у вас сейчас в голове у каждого какой-то свой проект, вот это означает правовой анализ, да, или, например, что-то химическое у вас, или биологический какой-то проект, да, вы себя кроме технологического анализа, на этапе правового анализа вы себя спрашиваете, это безопасно? Нужно ли для этого какие-то отдельные разрешения? Дальше, анализ достаточности финансирования. То есть если вы делаете на собственные средства, ну, очень часто у нас у студентов, у наших, например, бывали проекты химические, какие-нибудь, знаете, на создание косметики. Вот, и, соответственно, бывает, что человек прям на свои финансы, на свои деньги это делает. Ну, надо считать, достаточно ли собственных средств для финансирования вот определенной цели. Анализ эффективности. Это вот как раз тот график мы с вами вспоминаем и думаем, расходов столько, доходов какое-то другое количество, и мы понимаем, достаточно ли тех периодов, в которые у нас будут доходы, и вообще они у нас будут, вообще у проекта наступает такой период, когда у него доходы превышают расходы. Вот. Ну и, конечно, анализ рисков. То есть когда мы говорим, что вот вроде бы мы все проверили, да, и мы знаем, что технология нас не подведет, мы провели правовой анализ с юристами, посоветовались, да, нам юристы дали заключение, говорят, все окей, у вас мы сделали, мы посмотрели, денег у нас хватает, ни у кого занимать не будем сами этим проектом заниматься. Анализ эффективности посчитали, тоже достаточно. Надо посмотреть на риски. Ну, риски могут быть разные. Например, ну, не знаю, вы пытались купить сырье по одной цене, а оно подорожало, например. Или вдруг что-то такое произошло, ну вот, например, в нашем регионе, в Павлодарском, вы, наверное, в новостях читали, в Экибастузе в конце зимы, ранней весной произошла большая авария теплоэнергосистемы, и просто все здания были без отопления, школы, детсады и так далее. Ну, то есть какие-то вот такие. То есть, ясное дело, на тот период все проекты остановились, которые там были, потому что не было возможности работать. Вот. То есть риски могут быть разные, да, они могут быть финансовые, могут быть какие-то технологические риски. Раз вот технология, которую мы придумали, она вдруг не сработала, ну, вдруг что-то произошло. Могут быть криминальные, могут быть государственные, да, например, государство придумало другую лицензию, да, сказала, что не-не-не, раньше вот эта вот деятельность не лицензировалась, а теперь будет лицензироваться, и что-то еще там остановилось. Вот обычно, когда мы говорим об анализе рисков, очень удобно приводить пример строительства, да, ну вот и вы в своих городах знаете, когда кто-то берет подряд или сам на собственные средства предприниматели начинают что-то строить,
Это же такой затратный проект, нужно много денег, чтобы там купить материалы, купить земельный участок, все оформить, заложить фундамент, начать что-то строить этаж за этажом, может быть, несколько корпусов одновременно, когда целый микрорайон, допустим, строительная компания возводит. И потом вы знаете, что раз какие-то достраиваются и сдают квартиры, да, продают, а какие-то мы потом прямо знаем, что они остаются в статусе недостроя, да. И у всех, конечно, разные причины, вот разные. Но тем не менее это сработали риски. То есть это значит, у кого-то эти риски не сработали, а у кого-то сработали. И компания, бывает, достроила. Вот у нас в Павлодаре тоже есть такой жилищный комплекс, который с прошлого года стоит, детские площадки стоят, высотки стоят, пластиковые окна есть, все есть, а дом не сдается, его госкомиссия не принимает. Вот это анализ рисков. У каждого в проектах свои риски, но в целом подорожание сырья, да, или какие-то государственные регулирования – это такие общие риски, которые можно будет для каждого проекта оценивать. Вот. Здесь больше примера по организационно-правовому анализу, то есть если мы предполагаем, что мы будем компанию, ну, изобретение чего-то, да, или проект чего-то доводить до коммерциализации, то, соответственно, мы должны понимать, какова юридическая структура, да, то есть это будет на базе университета делаться, да, и университет за нас какие-то лицензии, да, будет оформлять, если вы проект какой-то свой продвигаете, либо вы будете сами это делать, да, вот бывает, допустим, Халык-банк в прошлом и в позапрошлом году поддерживал вот такие молодежные проекты малые и давал прям малые гранты. То есть вполне возможно, можно было даже ИП не оформлять, а просто получить, делать свой проект как физическое лицо, получить эти финансы. Либо бывают проекты, когда невозможно не оформлять юрлицо. Обязательно нужно либо ТОшку сделать, либо юрлицо в другой форме сделать, и только тогда можно дальше продвигать эти исследования, ну, потому что есть какое-то госрегулирование, какие-то ограничения. Вот это юридическая структура проекта, документация по проекту, например, сами по себе лицензии, разрешения, сертификаты какие-то, авторские права оформленные, да, организационный план. Ну, организационный план мы чуть больше дальше будем смотреть, но, по крайней мере, сюда входит и график по времени растянутый, сколько нам нужно людей, достаточно, ну, только нам, допустим, нашей команды, да, если нас там несколько человек или вы один исследователь. И распределение полномочий и ответственности, если там несколько, группа работает исследователей. Вот, финансовая состоятельность – это как раз, еще раз вспоминаем тот график, да, который я вам рисовала, вначале показала. С одной стороны доходы, да, на вот этой, на этих весах, а с другой стороны инвестиции. Всегда не хватает денег на инвестиции, всегда. И очень часто хочется, чтобы потом пришло много доходов, ну, а их может быть не так много. Ну, в общем, как бы в бухучете есть, в международных стандартах такое правило: доходы не должны быть завышены, затраты не должны быть занижены. То есть с точки зрения осмотрительности мы обычно на всякий случай завышаем всегда расходы, да, всегда чуть дороже все планируем себе, учитывая, что инфляция, да, или цены меняются по причине того, что вы в другой валюте, например, какие-то закупы делаете. Вот. А доходы несколько занижаем, потому что не знаем, действительно ли все покупатели придут это покупать. Ну вот. Значит, какие сюда относятся документы? Прогнозный сводный бюджет проекта сюда относится, да, когда мы делаем его как документ, сводный бюджет проекта называется. Ну, мы его сейчас будем так называть. График финансирования, показатели финансовой устойчивости. И вот здесь вот в экономической части прогноз, ну, может, это, конечно, вас сейчас напугает несколько, но эти формулы все равно надо, чтобы вы их хотя бы увидели, потому что даже если вы будете привлекать специалистов каких-то, которые вам будут считать экономику на следующем этапе, да, на более таком уже финишном этапе, если вы пойдете уже в банк, например, деньги брать, то эти показатели вы все равно, по крайней мере, вспомните. Ага, нам говорили на семинаре, что есть какие-то странные, со странными буквами показатели. Вот. Здесь, соответственно, я вынесла только 2 блока.
для простоты. Это прогноз движения денежных средств. Чаще всего для планирования мы берем и планируем все как раз-таки по деньгам. И основные показатели – это NPV проекта, чистый приведенный доход, это срок окупаемости и внутренняя норма доходности. Срок окупаемости, внутренняя норма доходности. И сразу скажу, что в этой презентации я формулы эти не приводила, потому что я считаю, что лучше мы этот час больше потратим на понимание нужности, сбора информации, да, ее представления. А все эти расчеты, я надеюсь, что вам потом сделают специалисты. Так, и здесь тоже немножко об анализе рисков. Я вам примеры уже приводила, и сюда относятся следующие методики: анализ чувствительности проекта, сценарии развития и их обоснования, условия, при которых возникают риски, и возможные убытки, если такой риск осуществится, например. Ну, не знаю, давайте еще раз, допустим, вспомним Илона Маска и вспомним вот этот его запуск, да, где они машину там, помните, вывели в открытый космос, и там манекен сидит внутри машины, красную Теслу, да, они, по-моему, туда там в космос толкнули. Вот, представим себе, да, вот сейчас мы думаем, какие могли быть у них сценарии развития, да, с точки зрения риска. То есть могла не подняться ракета, она могла там застопориться сразу на столе пусковом, да, на какой-то первой ступени, на второй ступени. Она могла там каким-то образом там, не на ту траекторию выйти, и могла потеряться связь, то есть все, допустим, со стола поднялась, первую ступень прошла, вторую ступень прошла ракета, допустим, машину они эту вывели на орбиту, и, например, бы потерялась связь, и мы бы этих кадров в интернете не увидели, да, как вот она, красная Тесла, летит в космосе. Ну, то есть разные риски, мне кажется, это более красочный такой пример, поэтому я беру сразу Илона Маска. Ну, а в целом у каждого проекта могут быть свои риски, да, свои технические риски, опять же, да, финансовые риски могут быть, человеческий фактор может быть, да, не раз вы слышали, опять же, если говорить о космосе, что когда собирают ракету на столе уже на пусковом, отводят эти фермы, да, делают пробные пуски, и вдруг выясняется, ну, что там где-то разгерметизация, где-то какой-то болтик не прикрутился, да, или открутился, где-то датчик не сработал температурный, да, или еще что-то такое. То есть различные риски. Чем сложнее проект, чем сложнее объект, над которым вы работаете, тем больше у него рисков. Вот. Но с рисков лучше не начинать. Психологи считают, что предпринимателями и настоящими исследователями становятся те люди, которые больше принимают риск, да, не боятся рисков, потому что если начать сразу с анализа рисков, то может показаться, что не будем ничего делать, живее останемся, деньги целее будут. Вот, теперь 3 этапа. Я на этом слайде показала. Описание схемы реализации. Сейчас мы тоже на примерах посмотрим. Да? Описание схемы реализации проекта. Прям общие параметры, финансовая модель, кто участники, кому это интересно, какие этапы, какая структура бюджета. Дальше. То есть общее такое описание, его всегда делает идеолог проекта. Вот вы в данном случае присутствующие здесь, я так думаю, это вот ваша задача. Вы должны накидать общие параметры проекта. Подготовка исходных данных, детальный временной график, доходы, инвестиции, эксплуатационные расходы, какие-то затраты, источники финансирования. Это как бы второй этап, он уже более сложный. Здесь мы подбираем информацию, а кому мы это будем продавать, а сколько человек у нас купит, или там сколько организаций, а сколько они готовы нам заплатить, а когда это будет, а будут ли они сразу все делать 100% оплачивать, или скажут, вы сначала принесите, пусть это у меня поработает, а я потом вам заплачу в рассрочку там по полгода, через 2 года, не знаю. Ну, в общем, разные схемы могут быть финансирования, и это как раз подготовка исходных данных. Ну, в том числе, да, сколько стоит оборудование. Например, мы собирались с вами там какие-то квадрокоптеры собирать для съемки, и мы посмотрели на Алибабе где-нибудь, да, комплектующие,
поискали альтернативы, да, и так далее, и подумали, что вот примерно вот эта цена, да, это тоже подготовка исходных данных. Какова цена, какое количество, сколько этого мне нужно и так далее. И третий этап, вот самый сложный, как раз на этом этапе я вам несколько раз говорила, нужны все эти расчеты, нужен анализ риска, нужен анализ финансовой состоятельности, вот там понадобится РР, НПВ считать, ну и чаще всего предприниматель в этот момент вот привлекает каких-нибудь экспертов. Вот. Переходим к первому этапу. Более подробно он выглядит вот из следующих элементов. Идентификация идеи проекта, тип проекта, выбор точки зрения на проект, участники проекта, их интересы, выбор горизонта планирования, описание схемы реализации и параметры бюджетной модели. Примеры сейчас не привожу, потому что ниже мы каждый из элементиков рассмотрим. Вот, например, что мы говорим про тип проекта. Проекты бывают с нуля, да, и вот на следующем этапе, когда предприятие уже есть и на нем что-то внедряется, да, вот как бы у меня их два типа, да. Первый называется проект с нуля, то есть у вас ничего нету, и вы прямо организуете ИП и там нанимаете людей в ИП, покупаете помещение или еще там что-то делаете. И вот это будет проект с нуля называться. Тогда в таких проектах расчеты чуть легче, но инвестирование, конечно, сложнее. Эффективность и финансовая состоятельность такого проекта определяется на основании только одной финансовой модели, которая включает в себя денежные потоки от данного бизнеса. Ну, например, опять же, если вернуться к строительству чего-то, да, к бизнесу, к такому строительному, то проект с нуля будет говорить о том, там, купили земельный участок в степи, геодезистов пригласили, они все померили, разровняли, начали рыть котлован, компания строительная у нас есть, и вот все это делаем. То есть у нас нету рядом какого-то другого строящегося здания, как если бы это был вот такого типа проект, когда предприятие уже есть, и мы ему что-то предлагаем. Вот в тех ситуациях, когда, допустим, вы будете работать на базе университета, и университет вам будет помогать и будет вашим старшим партнером, скажем так, в ваших проектах, то вот тогда у вас будет вот этот второй тип. То есть вы уже будете знать, что в целом какие-то люди здесь есть, оборудование в лабораториях какое-то есть, электроэнергия подключена, налоги какие-то уже платятся, да, вам не нужно думать, что там, как с бухгалтером обсуждать какие-то схемы. Вот это второй тип, который бывает у бизнеса, то есть с нуля или уже имеющиеся предприятия, когда можно часть функций уже закрыть. Следующий – структура, да, концепция и структура. Вот пример, да, такая таблица. Сразу я решила, посмотрим сразу сводный денежный поток, а потом уже еще раз ниже на следующих слайдах поговорим. Вот один из документов, который мы делаем, это вот такой сводный расчет сводного денежного потока. Посмотрите, какие. Вот здесь я уже поставила как будто бы 22, 23, 24, 25, 26. Это могут быть не обязательно годы, это может быть более подробно, поквартально, помесячно. То есть если это маленький проект, то там может быть за 12 месяцев, за 6 месяцев все происходит, например. Ну вот в данном случае я поставила 5 лет. Строчки здесь какие есть. Поступление от продаж, затраты на материалы и комплектующие, заработная плата, общие затраты, налоги, выплата процентов по кредитам, итого денежный поток от операционной деятельности. Сейчас мы на примере любого какого-то проекта. Если кто-то хочет свой проект озвучить, вы можете включить микрофон, и я тогда на примере вашего проекта могу тоже вот здесь какие-то привести показатели. Есть кто-то желающий? Ребят, есть желающие? В плане как? Что именно рассказать? Ну, допустим, если у вас есть готовая своя идея, я, например, скажу, что вот если вы будете делать
плюшевых зайцев шить, то вот в этой строке у вас будет вот это, а вот в этой вот это, а вот в этой вот, если у вас... Можем мы на примере агрегатора междугородних перевозок? В принципе, это близкая тема. Давайте, Вы начинали. давайте. Да. Я думаю, прям, вам проще будет это все. Хорошо. Чуть тогда подробнее скажите немножко идею, чтобы можно было ее перекладывать. Междугородние перевозки, то есть агрегатор такси междугородних поездок. Вот так, грубо говоря. Ну, то есть это один человек будет делать? Нет, то есть будут привлекаться парки, и они будут совершать поездки. Ну, я так понимаю, агрегатор, он же сам по себе один, машины, они же в найм нами не берутся, это просто люди, которые пользуются нашей информацией, правильно же я понимаю? Да, Да? сейчас Да. скорее придем к тому, что сейчас же правительство у нас сделало, что с 1 июля уже будут агрегаторы платить, да, за перевозчиков, если они Да, перевозчики. да. Скорее всего, нужно будет привлекать именно парки, то есть те, которые уже работают. Будем смотреть. Я понимаю, мне просто кажется, что остальным, если здесь много студентов, может быть сложновато, поэтому я пока не буду вот это новшество, да, налогового комитета пока озвучивать, Да. а просто для примера, да, сделаю. То есть давайте так рассмотрим. Вот смотрите, агрегатор. То есть агрегатор – это один человек, в принципе, это может быть делать один человек, то есть это небольшая группа людей, у которых есть платформа, да, какая-то, ну, как, например, регион, да, вот такси-регион, например, да? Да нет, берите самого ярого, индрайвер. Ну, индрайвер, например, да, вот. То есть есть вложены денежки в разработку самого приложения, да, набрана база людей, разработан механизм, как люди там будут регистрироваться. Это те, кто может оказывать услугу перевозки. Да. И схема или платформа вот эта, она позволяет заходить туда всем желающим, которые на телефон себе это поставили, и делать заявочку. Да? Вот в данном случае... В общем... Вот такая простая, пока не будем вот в глубину там вот то, что там государство нам придумывает. Да, то есть в целом это может делать один человек. По сути, это может сделать один человек. Вот тогда мы смотрим. К примеру, я себе такую штуку, я заявляю, я говорю, я буду делать новый агрегатор. То есть придумываю себе новую платформу АБЦ, сама имею программирование, да, опыт, сама сделаю это, напишу этот программный продукт, сделаю, да, предложу его заплачу какие-то деньги. Вот у меня, значит, в поступлениях от продаж, что будет у этого агрегатора в доходах, в поступлениях от продаж? Комиссия от пользования. То есть те деньги людей, которые хотят что-то перевозить, да, они хотят зайти на нашу платформу. Немножко по-другому. Те, кто возит, они будут платить за то, что пользуются платформой и получают заказы. Я так и сказала, да. Те люди, которые хотят возить, да, это те, кто возит. То есть я захожу, то есть аналогичные есть агрегаторы мастера, мне нужно, допустим, поискать, да, электрика, сантехника, да, тоже есть такая платформа, агрегатор. Они заходят, какую-то платят комиссию, вот это будут мои доходы, да, в поступлении от продаж моих. Значит, если я планирую, да, я понимаю поступление, мне нужно запланировать, сколько людей помесячно или в год, сколько будет платить мне денег, да, то есть чтобы вот эту цифру, у меня сейчас она везде стоит 17 700 одинаковая, мне нужно представить, да, запланировать, сколько людей зайдет на платформу и сколько, может быть, помесячно или в год будет мне поступать денег от таких агентских услуг, да, назовем это. В материальных затратах у меня будет что? Значит, допустим, тот период, пока я буду сама это придумывать, писать, когда я буду размещать это, да, вполне возможно, мне понадобится интернет-ресурсы, мне понадобится электроэнергия.
ну, не знаю, какие-то объявления, да, может быть, где-нибудь в соцсетях, где-нибудь какая-то рекламная небольшая кампания, да, может быть, мне понадобится с какими-то еще блогерами что-то заключить, какое-то сделать, чтобы они меня где-то упомянули, да. Вот, Маркетинг. может быть, мне маркетинг какой-то, да, вот здесь это у меня будут затраты. Здесь, конечно, стоят материалы и комплектующие, но учитывая, что мы сейчас с вами взяли все-таки в пример проект с услугами, поэтому сейчас у нас нет, да, с вами в нашем примере материалов и комплектующих. Но если это будет продажа квадрокоптеров, да, то тогда сверху в поступлении от продажи будет вот как раз сами квадрокоптеры, количество, цена, а здесь будут материалы, да, и комплектующие для того, чтобы их сделать. Заработная плата у меня будет, потому что мне надо платформу содержать, да, может быть, я одна это буду делать, может, это будут какие-то люди. Мне нужна связь, да, мне нужен интернет, мне, может быть, нужны какие-то, ну, не знаю, развозка какая-нибудь, да, которая будет людей, может быть, у меня собирать, куда-то развозить, не очень там представляю этот бизнес особенно. Но на самом деле, наверное, у этого бизнеса затрат немного, правда? Видимо, хороший бизнес, близкий к банковскому. Ну, тут точка входа, скажем так, да, точка входа минимальная. Тяжелая, да, а дальше уже должно быть неплохо. Да, здесь больше зависит от маркетинга, ну и от сервиса, больше от водителей. Абсолютно согласна. Ну, то есть какой-то отбор водителей, я знаю, на Яндексе они устанавливают какие-то Но мы приборы хотим слежения. совместить, то есть больше взять модель Яндекса и поместить ее вот в свое, то есть модель такую сделать из своего. Да, Вот, да, то да. есть Ну, там всё автоматизировано, минимизировать контакт вообще человека с человеком, сделать платформу, подключить туда нейросеть, чтобы уже даже общение между людьми было через нейросеть проводилось, на которой будет обучаться и выявлять какие-то потребности, выявлять какие-то дополнительные, может быть, маршруты и так далее. Пока в планах вот такое вот сделать. да. Ну, у вас тогда и материальных затрат будет чуть побольше, потому что, скорее всего, вам надо геопозиции отслеживать, да, будет особенное какое-то оборудование устанавливать, да, на те Не, машины, ну это в которые подключаются. перспективе в любом случае, конечно. Сейчас, понятно, все это, да, заложится в аренду. То есть аренда, да, оборудования, аренда, не знаю, да, ну, каких-то датчиков, я не знаю. Но это все в перспективе. Пока на данный момент все, то есть минимальная точка входа, разработчик, как вы говорите, в принципе, на начальном этапе все это могу я делать самостоятельно, но, опять же, тоже есть понимание, каких специалистов привлечь, да, где-то, возможно, я же говорю, ну, то есть аренда офиса, то есть интернет, чай, плюшки, ну и поехали. Да, да. Ну вот здесь, собственно говоря, вот эта аренда офиса и интернет, они будут у нас в общих затратах, да, потому что в нашей ситуации, да, какие-то налоги, которые, если с заработной платы налоги упадут, да, если личное имущество какое-то будет участвовать, вот. А строка выплаты по процентов по кредитам, это уже для тех компаний, которые что-то привлекают, да, если мне не хватает собственных ресурсов, я буду привлекать кредит. Вот посмотрите, вот в этой строке, я сейчас мышкой показываю, в поступление кредитов, вот в данном проекте, вот смотрите, 15 тысяч у меня здесь стоит, ну это вообще в российских рублях когда-то мы делали, но сейчас нам порядок цифр не важен. Вот он кредит, вот из-за того, что он здесь стоит, вот они 15, поэтому вот здесь выплата процентов по кредитам, вот она тоже имеет место быть. Да? Видно, что на 3 года они брали, и выплату процентов вот за 3 года она уменьшалась, потому что гашение, да, регулярное, ежемесячное было, соответственно, уменьшались проценты по кредиту. Все расходы, видите, с минусом стоят, доходы стоят с плюсом. Итого мы видим, что в первый год работы проекта минус 4,606, во второй и в последующие уже были положительные потоки, причем в первый год поток даже был чуть выше, а в остальные годы, ну вот уже порядка 6. Так бывает, и это связано с тем, что в первый год у нас самое новое оборудование всегда стоит, а в последующие годы всегда оборудование начинает требовать обслуживания и ремонта, и поэтому немножко расходы чуть больше, и, соответственно, прибыль чуть-чуть снижается по сравнению с первым годом. Но это тоже не всегда, это только конкретно в данном проекте. Здесь тоже могло быть плохо.
здесь так хорошо, потому что, смотрите, у меня доходы, да, везде одинаковые. А мы сейчас только что вот с Ерланом обсудили, что первый год входа в бизнес, он всегда, ну, такой вязкий, и не всегда можно, да, доходы взять сразу максимум. А здесь вот видно, компания сразу максимум взяла доходов, да, вышла на плата и пошла. Вот поэтому вот здесь вот такой более-менее большая выручка, большая прибыль. У каждого проекта вообще своя картина, просто у каждого. Ну, вот в данном случае я вам просто для примера показываю. Дальше смотрим. Следующий раздел – это потоки от инвестиционной деятельности. Вот они, инвестиции в оборудование. То есть в целом компания знала, что ей нужно потратить 11 800 на оборудование. Ну вот в частности, если та идея, которую мы с Ерланом сейчас обсуждаем, например, покупка сервера, да, например, она потянет много, вот прям немало потянет. И вот представили себе, что вот здесь что тоже какое-то вот оборудование. У нас в универе наши еще, например, я помню, был проект, удобрения они делали, тоже нужно было оборудование. Вот, соответственно, представили себе, что 11 800 – это прям крупно. Хотя вот вы, когда будете смотреть разные проекты, вот смотрите, как у обычного человека, который видел много проектов, у него уже глаз наметан. Я смотрю, всего на оборудование нужно 11 800. Да, это много, но первый же доход, который планирует компания, у нее уже 17 700, да, то есть сразу в первый же год доходов, ну, примерно столько же, да. Даже если я вот не вижу вот эту пока чистую прибыль, доходы минус расходы, я все равно вижу, что оборудование, оно примерно сопоставимо с доходами, которые я ожидаю получить. Это очень важно, потому что, опять же, вот если это крупный, хороший проект, большой, опять же, если это Илон Маск, да, ну мы же представляем, сколько стоила, да, его вот эта площадка пусковая, да, миллиарды. И первый сейчас у них запуск, он даже, его нельзя пока еще коммерческим, да, назвать, он доходов не принесет, он просто такой маркетинговый ход, да, они взяли и Теслу там туда поставили и, собственно говоря, всем показали. То есть это тоже не всегда так происходит, это как бы для маленьких проектов хорошо. И есть вот эта строчка, на которую я тоже ваше внимание хочу обратить, она называется «Инвестиции в оборотный капитал». Вот здесь она маленькая, 44, инвестиции в оборотный капитал. И посмотрите, эта строка где-то положительная, где-то отрицательная, где-то положительная, где-то отрицательная. Что такое оборотный капитал? Помним вот эту формулу: деньги превращаются в товар, товар продается и получаются новые деньги. Деньги, товар, деньги, деньги, товар, деньги, да, оборот такой. Вот. Значит, чтобы что-то производить, ну, условно, допустим, опять начнем делать, ну, я не знаю, самое легкое, вот свечи делают, покупают парафин, да, делают формы, заливают внутрь ниточку, да, и вот какие-то свечи делают. Вот у нас есть тоже, был такой студенческий проект. Чтобы начать вообще что бы то ни было делать, нужны деньги для начала, оборотка нужна. Оборотка, на которую мы купим вот эти ниточки, вот этот парафин, заплатим заработную плату, заплатим электроэнергию, да, еще там какие-то, вот аренду, да, если вот как в варианте у Ерлана. То есть мне нужна оборотка. Она вернется, когда первая реализация пройдет, да, я сделаю выручку, и в конце периода, например, в конце месяца, я увижу, что у меня выручка покрыла все затраты, да, а может быть и не все затраты покроет. То есть в том случае, когда у меня выручка покрывает, вот как раз-таки у них первый год выручка большая, затраты еще не очень большие, им не нужна была оборотка, она у них вот оставалась положительная. А вот во втором периоде, чтобы начать следующий ход, им еще 790 понадобилось. Потом ее не было, и потом еще понадобилось. Ну, это очень часто, особенно если технологичный проект. Вот оборудование раз, и через 2 года, вот как здесь, да, вот 2 года прошло, и им еще понадобилась оборотка. Например, понадобился капремонт двигателя, да, вот, допустим, если мы говорим,
У Ирлана, конечно, хороший проект, они машины себе на баланс не будут брать, да, это будут люди за них отвечать. Но в целом, если бы это была транспортная компания, они бы накупили много новых машин. И как делает регион, наоборот, раздали бы, да, физлицам для Да. водителям. Нет, Ну, если подписали бы рассматривать, договор. что эти парки будут собственными, тогда Да, нам будет, когда, то есть, масштабируемся, да, тогда может быть уже такой проект был. может быть, да. И То есть тогда составлять нужно быть готовым к тому, что через какой-то период времени затраты будут на всплески, потому что нужно сделать ремонт, да, какой-то маленький, дорогой, не очень дорогой, и тогда оборотка снова понадобится. Вот это называется инвестиции в оборотный капитал. То есть это тоже надо где-то взять. Недостаточно, очень частая ошибка, когда предприниматель, начиная свой проект, он думает, что ему достаточно только купить оборудование само. И забывается всем, что ему нужна оборотка. Оборотка как кровь для бизнеса. Если вы заберете оборотку, то не на что будет купить следующий оборот, следующее сырье, следующую электроэнергию и зарплату, и все, и бизнес может остановиться. Вы вполне возможно среди близких своих знаете такие разговоры. Вот такой-то, такой-то, он молодец, он взял там, не знаю, бутик в ЦУМе, вот так-то раскрутился, вот так-то, так-то, а потом взял себе и купил джип большой. И что-то бизнес не пошел. И понятно, если ты вытащил из оборотки эти деньги и взял их не на бизнес-цели, а вот на что-то, то не на что стало работать. Итого была строка следующие денежные потоки от инвестиционной деятельности. Вот они где-то у меня минусовые, где-то плюсовые. Дальше, то есть это был вопрос операционки, это вопрос, куда мы будем тратить, а это вот следующий раздел, вопрос, откуда брать деньги, источники. И вот здесь есть следующие источники. Поступление собственного капитала, то есть собственные личные деньги предприниматель вложил 4000. Вот 15 у него кредита, и вот был возврат кредита. Вот это в разделе мы тоже пишем поступления положительные, возвраты отрицательные. Денежные потоки от финансовой деятельности. И последний раздел – это суммарный денежный поток, когда мы складываем минусовые, все итоговые строчки. И вот в данном случае суммарный денежный поток у компании, видите, везде положительный, везде положительный. Это правильный проект, когда деньги положительные имеют значение. Если у вас в проекте получается, что деньги в конце, в итоге, в суммарном денежном потоке отрицательные, значит, что-то надо делать. Да? Либо надо доходы подращивать, искать новые ресурсы, либо кредит увеличивать, да? Либо собственные деньги где-то. В общем, надо что-то делать. Вот это как бы идеальная такая картинка, в которой вот вроде бы все хорошо получилось. Идем дальше. Вот это то же самое графически, но в данном случае там я и вам столбиками показывала, чтобы было видно доходы-расходы, а здесь похожая вещь, только чтобы вы кусочками, вот здесь вот я обозначила цифрами, чтобы было понятно. Вот, допустим, весь длинный график, вот этот такой искривленный, он называется срок жизни проекта. Или там в начале мы использовали словосочетание горизонт планирования, горизонт проекта. То есть, условно там техника быстро меняется. И, например, мы знаем, что мы сейчас эти квадрокоптеры начнем делать, а в целом через 3 года техника пойдет дальше, и, может быть, у нас их никто уже не будет покупать. Например, да? То же самое с приложениями, которые мы делаем для мобильных версий телефонов, да. Мы знаем, что если сейчас еще мы нашли покупателей, то рынок может быть насыщен через год, через 2, и нас уже тоже никто не выберет. Вот это срок жизни проекта, более реально такой оцененный. Для больших проектов это может быть долго, да, вот, например, постройка электростанции, это может быть долго, это может быть 20 лет, да, это может быть 30 лет, 40 лет. А для каких-то маленьких проектов это может быть совсем мало, да. Давайте вот, для примера, как вам кажется, какой жизненный срок такого проекта, как новый ресторан? Вот сколько вам кажется, вот мы прям начнем ресторан сейчас делать с нуля, сколько у жизненный цикл у этого проекта?
Лет 5. Согласна с вами. Вот Алмата говорит даже, что 3 года. Если ресторан через 3 года не делает хоть какой-то, меняет мебель, освежает интерьер, да, что-то такое, то начинается спад, потому что рынок большой, ресторанов много, и клиенты начинают говорить, а вот там есть новый, пойдемте туда. И тогда из моего ресторана начинает уходить крутой повар в первую очередь, потому что там ему, да, пообещали больше, потому что доходы больше. То есть вот у таких проектов 5 это прям максимум, прям Мадина это вот это оно. А есть какие-то вот прям долгие проекты, длительные, долгоиграющие, какие-то крутые там проекты. Вот, значит, это срок жизни. Дальше, двоечка – это интервал планирования. Вот видите, двоечка. Интервал имеется в виду по годам. Да? Вот в верхней табличке я вам показывала, у меня было там 5 лет, и у меня интервал планирования был, соответственно, год. Да? Я делала 22, 23, 24, 25. Это интервал планирования. Он может быть месяц, он может быть декада, он может быть квартал. Ну, в общем, разный. Когда удобно делать помесячно? Ну, чаще всего, если вы пойдете в банк будет требовать помесячно. Почему? Потому что очень часто для бизнеса важна сезонность. Например, сельское хозяйство. Или даже, ладно, не сельское хозяйство. Ну, придумали новый процесс изготовления мороженого мы с вами, да, и решили, вот мы будем там что-нибудь такое, не знаю, волшебное делать и будем продавать мороженое. Для этого бизнеса есть сезонность? Конечно. Для мороженого и вообще охладительных напитков есть сезонность. Поэтому банк захочет увидеть, как я помесячно это посчитала, да, правильно ли я поставила доходы, и не будет ли у меня в зимние месяцы, когда никто мороженое условно, да, не покупает, не будет ли у меня в зимние месяцы какого-то такого провала и больших убытков. В целом мне нужно, я не могу уволить людей, мне придется продолжать платить зарплату, продолжать платить налоги, а доходов у меня будет недостаточно, соответственно, банк захочет это увидеть. Поэтому данный пример я попыталась вам проиллюстрировать, как важно выбрать интервал планирования. Вот в данном случае здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 интервалов у меня. Дальше инвестиционная фаза под цифрой 3, да, инвестиционная фаза – это максимальное вот сюда падение кривой, то есть это самая большая сумма, которая у нас нужна в расходах. Эксплуатационная фаза, 4, да, вот после того, как я все деньги вложила, которые мне были нужны, у меня началась эксплуатационная фаза, и я начала, видите, потихоньку выбираться из убытков, выбираюсь. Вот на данном рисунке, смотрите, я 3 периода выбираюсь из убытков. Не каждый бизнес выдержит, да, такую вещь, когда я 3 периода буду... Хорошо это, если месяцы, да, 3 месяца я выбираюсь из убытков. А вот если это 3 года, это серьезно. Ну, как бы не любой бизнес потянет 3 года вот выбираться из убытков и выйти в ноль, да, на конец 3-го года, и только потом получать первые прибыли. Дальше объем инвестиций, да, это цифра, потому что на вот этой шкале вертикальной у меня как раз денежки будут отложены, и я увижу объем инвестиций. Чистый доход, вот эта вещь у меня, да, показывает, то есть в каждый конкретный момент по вертикали я увижу, сколько я чистый доход планирую получить. И срок окупаемости инвестиционных затрат, это вот эта точка, да, сама точка пересечения моей линии проекта и горизонтальной оси говорит о том, что в данном моменте у меня доходы равны расходам. Еще вы где-то могли слышать точка безубыточности, да, что-нибудь такое. Вот в данном случае, когда меня спрашивают, а какой срок окупаемости проекта? Вот срок окупаемости в тот момент, когда все мои доходы закрыли мои расходы. И в данном случае это 1, 2, 3, 4, вот 5-й год. После 5-го года я начала получать, не начала покрывать те понесенные мной ранее расходы, а начала уже прям покупать себе Феррари, ездить на моря и так далее. То есть получать вот какую-то сверхприбыль, назовем ее так. Дальше идем. Ну,
гипотетические вопросы, да, себе задаем, из каких этапов будет состоять какой-либо из проектов, какие статьи доходов, какие статьи затрат должны быть предусмотрены в бюджете, какими факторами будет определяться успех или неудача. Это важно, потому что если я делаю проект не для прибыли, а для того, чтобы просто что-то изобрести и зафиксировать авторское право, то тот факт, что у меня еще нет доходов, это не будет неудачей, да, у проекта. Это, то есть, да, я планировала сделать 15 опытов, я их сделала, у меня все удачные опыты прошли, значит, я могу сказать, что данный процесс, ну, химический, да, например, процесс, химический процесс стабилен, я подала в соответствующие органы на авторские права, все, у меня проект завершен. В данном случае это какой-то другой фактор, не обязательно прибыль. Как структура доходов и затрат, а также общее состояние рынка изменяется в течение времени. Это тоже важно. Важно. Вот знаете, когда смотрите какие-нибудь, бывает же в интернете, говорит, мы сейчас вам научим, какие правильные идеи брать. Вот если вы сейчас возьмете неправильную идею, она вот там скоро умрет. Ну, в частности, там говорят, там, бухгалтерский бизнес, да, скоро умрет, там, аудиторский бизнес никому будет не нужен, водители никому будут не нужны, да, и много же мы сейчас знаем таких разговоров. То есть для любого бизнеса, для любой бизнес-идеи важно посмотреть, а что происходит в отрасли. Не видим ли мы близко, что вот сейчас мы займемся этим делом, а тут 3 года, пока будем выкарабкиваться из убытков, а на 4-й год вдруг нам скажут, вы знаете, это вообще уже никому не надо, мы вообще теперь мы не будем ездить на машинах, теперь мы придумали всем рюкзак с вертолетом, и все будут у нас теперь вот на работу летать, например. Да, и вот Ерлан про свою сейчас платформу подумает, стоит ли это делать или не стоит. Вдруг надо сразу предусмотреть, чтобы... В любом случае будут, конечно. Я думаю, не без этого. Не без этого. Да, Ну, вы не обижайтесь, Ерлан, я просто как бы, раз уж мы взяли вашу идею. В принципе, я для этого здесь и сижу, чтобы все это понимать. Да, ну, то есть вот это об этом, да, что хочется посмотреть вперед немножко, да, немножко вперед и понять, а что будет происходить, чтобы вдруг не вложиться в затухающую отрасль. Ну вот из самых-самых ярких примеров это вот то, о чем сейчас нам вся энергетика, да, говорит, что использование нефти, использование газа, использование угля уже пошло на спад, да, что вот сланцевый газ, да, что вот много ветровых электростанций, вообще различные зеленые энергетики, да? Электромобили. Да. Вот. Ну, то есть это тоже вот из этой серии, да, когда я начинаю что-то, я какую-то идею смотрю, я думаю, это вообще надолго, и это может быть и нормально. Я, допустим, знаю, да, как Ерлан, что это может быть, но это, скорее всего, лет 10, да, еще впереди у меня есть. Я за эту десятку успеваю отбиться, да, все, что я вложила, я успеваю получить, и это тоже нормально. Главное, я трезво смотрю на обстоятельства, все понимаю, знаю и иду туда. Так, идем дальше. Значит, что здесь? Здесь отдельно я еще выделила поставщиков и покупателей, да, какие уже блоки мы разделяем себе при планировании. Значит, в отношении поставщиков они захотят знать там условно, какое сырье, да, какие у меня условия. То есть, к примеру, я хочу купить все сразу, да, мне, допустим, нужно... не знаю, 15 тонн нефти, я буду из нее делать какой-то новый бензин, условно я сейчас сочиняю, новое топливо. Поставщик спрашивает, вы все сразу закупите, у вас есть какое-то большое хранилище, или вы будете покупать немножко, маленькими партиями в течение всего года, или вы будете летом покупать, зимой не будете покупать. Да? То есть важно сразу понимать, как мы купим это сырье, которое нам нужно. Например, если тот пример с квадрокоптерами, который я вам приводила, эти наши предприниматели, они сразу в Китае заказали как бы достаточно большую партию, чтобы сразу первый выпуск весь обеспечить. Вот тут были такие условия приобретения. Плюс та сторона спрашивала, доставка будет чья? Вы
собственными силами это повезете, вы заложили себе в бюджет, да, транспортные расходы, или нам вам в цену поставить транспортные расходы. Это тоже важно. Когда вы делаете свой бюджет, вы должны четко понимать. Например, комплектующие для квадрокоптеров стоит $100, условно, да, китайская. Если я забыла про то, что это не включает в себя транспортировку и растаможку, то потом, когда я это себе повезу, да, мне просто не хватит денег. И вдруг я вообще тогда ошиблась, и вообще у меня может, ну, не сойтись доходы с расходами, и я вообще потом, боже, зачем я столько накупила, теперь я не знаю, что с этим делать, это оказывается дороже в 2 раза, потому что транспортные расходы были большими, это было морем, там обвозили Африку всю, и потом растаможка была высокая. Это оказался продукт двойного назначения, и с него, оказывается, 2 таможни берут, ну и так далее, и так далее. То есть это важные вопросы, которые мне надо при постановке в бюджет каких-то затрат на покупку материалов и сырья, мне их надо спросить. А также, вот кроме доставки, я здесь поставила хранение, тоже очень часто бывает. Мы с вами знаем, что какие-то вещи хранить нельзя. И я сейчас не говорю о продуктах, да, даже металлические какие-то штуки, ну, я имею в виду какие-то запчасти, их бывает нужно обязательно хранить в масляной бумаге, да, например, или при определенной температуре. Их нельзя свалить на улице, например, да, потому что там осадки. Или даже под крышу нельзя их положить, а их надо именно в каком-то помещении, да, складывать. А я себе, к примеру, в бюджет вообще не предусмотрела складское помещение. Тем более, что оказалось, что они для этих квадрокоптеров покупают всю партию товара сразу, всю, выпускают потом в 10 штук в месяц, а запасы делают сразу вагон. И хранение оказалось огромная территория. Мало того, нужен был не только само помещение, нужны были определенные стеллажи, нужна была вентиляция, и это тоже был, ну, в проекте как такой просчет, ну, не было сделано. Вот наше предприятие, допустим, мы смотрим, у нас у самих есть здание, уже есть оборудование, уже есть технология, уже есть персонал, это хорошо. Если этого всего нету, например, нету технологии, я переношу это сюда, в поставщики, да, мне кто-то должен поставить технологию. Или у меня нету оборудования, я тоже переношу сюда, в поставщики. Кто-то мне должен поставить оборудование. И точно так же опять эти вопросы. Как это будет доставлено? Входит ли в цену сама доставка? Входит ли в цену растаможка? Нужно ли мне какие-то разрешительные документы? Ну и так далее. Монтаж, да, опять же, потому что, допустим, я не специалист, заказала оборудование, мне его привезли, выгрузили на станции железнодорожной, да, а я понятия не имею, как оно подключается. Ну вот не знаю, да, мне еще надо кого-то искать, тогда опять с ними заключать договор, и теряется время для установки. Вот, то есть это вот как бы эта схемка, она так работает. Если чего-то здесь у меня нету, я смотрю на свое предприятие, у меня здесь этого нету, я переношу это в поставщики и добавляю вопросы, которые мне нужно будет уточнить для бюджетирования. А в отношении покупателей у меня тоже могут быть разные тонкости, например, условия реализации продукции. Например, покупатель говорит, да, я возьму у вас, но только оплачу потом, да, или я возьму у вас и предоплату могу сделать 100%, или предоплату могу сделать только 10%, или, например, я у вас это куплю, но это мне нужно будет только к посевной, а посевная у меня в апреле, поэтому я с вами могу заключить договор, но куплю я это у вас в апреле, заберу со склада, а оплачу только тогда, когда урожай вырастет, и я его сдам на элеватор и оплачу вам, например, его в августе. Это очень важные условия реализации продукции, которые, надо посмотреть на своего покупателя, да, его прям надо изучить и понять, что он хочет. В частности, вы видели, например, да, что сейчас, например, к сотовым телефонам, к дорогим, очень часто прикладывают услугу, типа страховки, да, что если телефон вы уронили, то вы дополнительно купите страховку, и в течение покрытой этой страховкой вы придете, и вам заменят экран бесплатно, да, к примеру, или весь телефон заменят. То есть тоже это очень важно, когда вы четко знаете, что хочет покупатель, вы можете ему условия реализации какие-то индивидуальные разработать, и это будет лучше, чем у других
продавцов, и это сработает на ваши доходы. Опять же, доставку могу ли я на себя взять или не могу. Сезонность учитываю, да, как с нашим мороженым, да, когда у меня покупают, когда не покупают, когда много покупают, когда мало покупают. Ну и всякие различные расходы на маркетинг и рекламу, которые мы тоже уже с вами обсуждали. Ну, и здесь, видите, я прям написала, важен не только процесс производства, это очень важно, произвести вовремя, произвести качественно, но важна вся цепочка в целом, от закупки до отгрузки готовой продукции. Источники информации, где мы можем это все взять, да, про покупателей, про доставку, про растаможку и так далее. Интернет, пресса какая-то специализированная, готовые бывают маркетинговые исследования, бывают даже опубликованные. Не гнушайтесь смотреть на английском языке источники, они тоже бывают, тем более, что сейчас автопереводом можно что-то перевести. Может быть, вы знаете такой аналогичный проект, вы можете проконсультироваться у этих людей, которые более-менее что-то уже на себя брали, какие-то риски, или нанять экспертов. Дальше, чуть подробнее, да, я здесь раскрыла пример, он будет вот на двух вот так слайдах, у меня просто на одном не поместилось. Вот смотрите. Здесь уже более подробно. Если в предыдущих таблицах я показывала только выручку в деньгах, то здесь, смотрите, я уже показала объем реализации в физических единицах. Ну, в данном случае у меня были килограммы, да, объемы реализации, килограммах, потом выручка от реализации в денежках. Ну, то есть, если бы здесь еще была одна строчка цена, то нужно было килограммы умножить на цену, да, и появились какие-то вот деньги у меня. Текущие затраты, инвестиционные затраты. Текущие затраты, вот они у компании, вот они инвестиционные затраты. Здесь уже помесячно, да, у меня написано первый месяц, второй месяц, третий месяц. То есть это был маленький проект, вообще не очень затратный. Ну и по цифрам видно, что он не очень затратный. Смотрим, в какой стадии готовности находится разрешительная документация. Вот в данном случае я почему это привела пример. Вот в этом проекте они вообще вот эту часть не учли, вообще не учли ее. И в результате вот здесь планировали во второй месяц получить уже 1700, ну вообще 1 700 000 было. То есть продать 12 тысяч килограмм и 1 700 000 уже получить денег. Но из-за того, что они не учли, что пока зарегистрировали юрлицо, вон 3 недели деньги пришлось отдать, открыли в банке счет, 2 дня деньги не платили, согласование в СЭС делали 4 недели, тоже какие-то денежки были, согласование там с пожарниками и так далее еще 2 недели. Итого 2 месяца потеряли, 2 месяца. И вот, естественно, на второй месяц у них никакого 1 700 000 не было. Да? То есть планировали, хотели, в графике ставили, но не предусмотрели вот этот подготовительный этап. И все отсрочилось на 2 месяца. И вот, соответственно, посмотрите, я прям, видите, стрелкой нарисовала, что вот эти реализации 12 тысяч и сама выручка 1 700 000, она аж перенеслась на 4-й месяц. Ну, мы были вынуждены ее перенести, потому что не были готовы разрешительные документы. И смотрите, инвестиционная часть, она увеличилась, да, потому что у меня мы всего планировали 1 800 000, а из-за того, что оргмоменты потребовали еще денег, у нас сюда приросла сумма, здесь появились расходы, и в 3-м месяце еще появились расходы. Вот это тоже важный момент, который, ну, бывает, что мы не забываем учесть. Так, что здесь? На стадии проработки инвестиционного плана, опять же, я беру пример расширения производства, приобретения оборудования в Германии и размещения его уже на существующих площадях. Вот в этом проекте они недостаточно посмотрели на расходы по монтажу. Вот смотрите, они в бюджете себе поставили стоимость оборудования 3, монтаж и пусконаладочные 500, инвестиции в чистые оборотные. Оборотные они уже предусмотрели, но потом в результате, вот смотрите, они забыли
про вспомогательное оборудование, то есть ну не предусмотрели, вообще забыли про него. Ну, например, знаете, есть такие станки, которые пластикат загружается в гранулках, разогревается и делается что-нибудь из пластмассы. Ну, там, не знаю, какие-нибудь детали, да, может быть, что-то для подшипников, может быть, просто пластиковые комплекты для автомобиля, панели там какие-то, да, то есть вот такие станки, типа прессы, да, нагревается пластикат и в определенную матрицу выливается под давлением и делается пластмассовое изделие. То есть они сам станок купили, само оборудование, они заложили на него $3000, а про вспомогательное оборудование забыли. Оказалось, что когда пластикат приходит, нужно какой-то, как это называется, вилочный погрузчик, да, который мешки с пластикатом снимет, на склад отвезет, на полочку положит. Вспомогательное оборудование было забыто и не запланировано. Ну, вот тут я написала, как показывает практика, стоимость вспомогательного оборудования к технологическим линиям может колебаться от 20 до 80%. То есть здесь уже вы, как технари, вы должны четко понимать, на аналоги на какие-то посмотреть. Конечно, невозможно все предусмотреть, но хотя бы в процентах нужно прикинуть, что вот основное оборудование у меня стоит столько-то, и вспомогательное может стоить еще дополнительно. Алтын, вы, наверное, уже думаете, что мы в переборе времени, да? Я сейчас посмотрела на ваше лицо и думаю, что нам пора завершаться. Нет, я просто уже вошла в ваш тренинг, начала обдумывать свои будущие проекты. Нет, ничего. Мне очень приятно. Но вы сколько мне еще времени разрешаете? Я тогда хочу просто к последним слайдам перейти, потому что я смотрю уже в переборе время, и наверняка слушателям тоже какие-то у них, может быть, свои... Сколько вы разрешаете еще нам времени взять? Ну, сколько вам нужно? Еще примерно. Ну, как положено, я не знаю, но минут 15. Конечно, я всю презентацию не успею, но сразу мы, помните, с вами говорили, что я, конечно, много сильно слайдов сделала, не на час Ну, вы работы. можете нам его, чтобы мы сами ознакомились. Конечно, мы вам все правильно, правда же, Алтын, я говорю, мы же отправим слушателям. Нужно будет, чтобы визуально это все Конечно, еще... конечно. Конечно. Ну, то есть вот в данном случае сейчас я вот расскажу, что что-то еще забывают учесть компании, вспомогательное оборудование, допустим, коммуникации забывают, бывает учесть, да, что там, допустим, слабый интернет. Например, для Ерлана мы четко понимаем, что ему нужен классный интернет. И если вдруг у нас, например, в Павлодаре есть большой-большой магазин, торговый центр, и там всякие... в том числе большие секции телефона, где продают, а расположен он на той части города, где абсолютно не ловит интернет. Абсолютно. То есть ты туда приезжаешь, в этот торговый центр. Проблема складских, где рынок большой, и там тоже плохо ловит интернет. Да. Это прям проблема тоже. Принимать. Прям проблема. А для вашего бизнеса это же важно, да? То есть вот надо про это думать. Это Безусловно, надо будет думать. Так. Ну, это критично в каком плане, то есть это решаемый вопрос. То есть сейчас, конечно. То есть нужно да. помещение, в котором будет уже широкополосный доступ. Абсолютно, Ирлан, абсолютно вы правы. Главное, чтобы в бюджете это предусмотреть, да, главное, чтобы заранее прикинуть, ага, у меня вот такое место, там у меня вот такая проблема, мне надо еще вот столько денежек вот на такую-то строку положить, чтобы мы могли решить эту проблему. Ну, в общем, вот, и здесь я хотела показать, что когда они потом в чистовик вот это стали делать, да, оказалось, что подготовку площадки они не учли, подбор, выбор поставщика пришлось оплачивать, вот это они не учли. Проведение коммуникаций 200 не учли. Вот это 3000 было учтено, да, стоимость оборудования в 3000 они учли. Доп. Оборудования не учли. Стоимость доставки оборудования не учли. Пусконаладку вот эту 500 учли. И оборотный капитал 1000 учли. То есть, по сути, у них было пропущено 20, 100, 200, 500, 100 и 50. То есть достаточно большие расходы были у них пропущены и в бюджете не были учтены. Вот как бы такой пример, чтобы вы тоже представляли себе. Вот это вы действительно сами посмотрите. Это
Таблица, которая отражает объемы производства. Вот в данной компании было 4 вида продукции, которую они выпускали. Вот они ее таким образом по объемам раскидывали. И как они посчитали выручку, тоже видно. НДС-ку сразу положили. Здесь условно НДС взят. В Казахстане у нас НДС 12%. Не забываем, если вы считаете свои бюджеты, а в деньгах, когда мы их считаем, мы всегда цифры ставим с НДСом, цены ставим с НДСом. Есть тонкости, если это у вас будет новый бизнес, и вы будете ИПшник, вы можете быть неплательщиком, конечно. Так, пропущу, наверное, какие-то вещи, вы их сами действительно посмотрите. Хочу обоснование доходов тоже вы можете сами. Рынок, у меня были примеры по анализу рынка, чтобы можно было доходы пообосновать. Хочется больше уже к расходам. Вот на этом слайде я тоже хотела вам привести пример, что очень не всегда даже специалисты технические, они бывают, что саму технологию тоже не всегда подробно для бюджета раскрывают. Ну вот в данном случае это был проект, они делали фруктовые чипсы. Ну, знаете, нарезают там, допустим, яблоки, груши, что-нибудь такое, потом подсушивают, красиво запаковывают, продают. Во-первых, сейчас модно, да, правильное питание, и вообще неплохой был проект на самом деле. Круто все пошло, и объемы у них были хорошие, но когда первые были этапы реализации, было странно, что в техпроцессе была заложена только резка, сушка, взвешивание и фасовка. Ну, то есть, не все этапы технологические были раскрыты правильно, и поэтому, когда на самом деле проект начался, оказалось, что нужно купить еще мойку, еще чистку, оказалось, что нужно куда-то эту воду потом утилизировать, ну и так далее. То есть бывают разные особенности. Есть сложные таблицы, если нам позволят, то, может быть, мы по более сложным таблицам отдельно еще встретимся, но, тем не менее, вам их скинут, чтобы вы могли посмотреть. Это прям уже расчет себестоимости, это тоже важная часть, вот они, производственные затраты, источники финансирования, сводные денежные средства. И здесь я хотела привести пример, каким образом у нас может не хватить оборотки для реализации проекта. Так, это я тоже пропущу. Вот теперь пример про себестоимость. Вот смотрите. Помните, я вам говорила, что есть две точки зрения, когда действующая компания начинает что-то новенькое, и когда мы с нуля в степи что-нибудь начинаем строить. Вот данный пример – это когда есть действующее предприятие, и они начинают еще какой-то новый проект на своих площадях. Вот смотрите, в действующем предприятии объем производства 400, цена реализации, чего-то там 16, и объем реализации 65-600. Это перемножаем объем на цену. Новый проект, да, условно, они говорят, к примеру, это одни напитки, да, а это другие напитки. Или там это одно мороженое, а это какое-то другое мороженое. Да. Новый проект говорит, будет еще дополнительно 600 единиц новенького продукта, у него будет цена чуть выше 20. Объем, соответственно, реализации в деньгах будет 12, перемножаем. Смотрим на переменные затраты. Переменные затраты – это те, которые конкретно ложатся в товар. Например, для мороженого классического, да, это будет молоко, это будет там, я не знаю, какие-то загустители, подсластители, что-нибудь такое. Вот это переменные затраты. Для фруктового мороженого это будет там фруктовый концентрат, там, например. В переменных затратах здесь точно так же дана информация на тот проект, который уже был в компании. Объем тот же самый, 400, это нормально. А вот сами затраты 8,5. Вот при цене 16 себестоимость у этой продукции 8,5. Соответственно, сумма переменных затрат 34. А у того нового товара, который компания собирается начать выпускать, при количестве 600, у него переменные затраты выше 11,6. Но у него и цена выше 20. Как будто вот так сразу глянешь, кажется, выгодно вроде бы, да, цена выше, себестоимость выше, но все равно же разница остается. Но для нас с вами важно,
что компании нужно, помните, мы говорили, что нужны же не только переменные затраты. Чтобы сделать мороженое, нужно не только купить молоко, нужно нанять развозку, чтобы людей привозил, да? Нужно заплатить бухгалтеру, нужно склад содержать. То есть есть куча расходов, которые не являются переменными затратами. И вот на следующем слайде мы смотрим составляющие постоянных так называемых затрат. И вот здесь у меня есть заработная плата до реализации проекта, заработная плата дополнительного персонала для тех 600 штук, которые мы будем брать, содержание зданий, ремонт, административные расходы 18100. Теперь новое оборудование, его тоже надо будет содержать, прирост каких-то расходов. Вот еще появился 1750, амортизация на старое, на новое. Итого 29 850. То есть постоянных затрат у меня 29 850. Как нам их распределить, чтобы понять, прибыльные ли наши новые продукты? Вот как это делается. Вот смотрите. Из предыдущей таблицы мы видели, что себестоимость тех 600 штук 11,6. Постоянные затраты 29 850. Я делю на общий объем. 400 – это старый товар, который у меня был. Ну, не старый, имеется в виду, который я и раньше выпускала. Например, мы говорили, там, то мороженое, которое мы раньше выпускали. Вот это 600 – это новое мороженое. Да? Я все постоянные затраты делю на общее количество. И говорю, что в расчете на единицу продукции у меня 6,4 каких-то денег, тенге, например, на штуку еще ляжет сверху. То есть кроме 11,6 на каждую штучку мороженого 6,4. Итого 18. И теперь я вспоминаю, цена была 20, да, себестоимость полная 18, и спокойно говорю, мне выгодно, у меня еще все нормально, у меня как бы цена покрывает мои затраты. И вот здесь есть приведены пример расчетов прибыли, чтобы тоже вам было удобно для своего проекта это применить. То есть я беру объем реализации, цена за единицу минус себестоимость, умножаю на единицу минус ставка налога на прибыль. В Казахстане налог на прибыль у ТОшек 20%. Вот, соответственно, 600. 20 была цена, 18 вот мы тут посчитали полную себестоимость, и на разницу единица минус 20, то есть как бы чистый, без налога. То есть это вот это в скобочках, вот эта штука, которая, это как бы доля государства, да. То есть мне нужно не только купить сырье, оплатить электроэнергию, оплатить зарплату, мне и долю государству еще тоже нужно отдать. Вот эта доля государства, которая заберет себе, итого чистыми у меня остается 690. Учитывая, что это был квартальный объем реализации, то в квартал. Или в год вот там умножила. Вот это, собственно говоря, простенькие такие расчеты, которые я хотела вам сегодня показать. Давайте, если есть еще вопросы, хотя бы несколько минут, да, уделим вопросам. Мы обещали, Алтын, да, что если еще будут вопросы, мы в конце немножко поотвечаем. Да, конечно. Итак, ребята, у вас есть вопросы? В целом, на самом деле, вот лично у меня нет, потому что у нас в университете был курс по финанализу и финграмотности. И вот, например, вы приводили таблицу доходов и расходов, и мы, получается, брали конкретные компании, брали их в открытом доступе данные и составляли тоже погодично вот эти вот все вещи. Было интересно, что помимо того, что я и так уже знаю, вы привели какие-то конкретные примеры, допустим, там какие детали часто упускают, и все эти примеры были достаточно, скажем так, существенными, материальными. Стало понятней, что всегда есть что учесть, всегда есть что упустить, всегда есть какие-то, прям очень неожиданные риски или странности, поэтому как бы я считаю, что вот то, что вы сегодня рассказывали, было очень полезным и, наверное, чуть-чуть более углубленным по нашей тематике. Спасибо. Так что спасибо вам за лекцию. Спасибо. Ерлан, У меня вопросов нет. Хорошо, спасибо большое, Мадина. Ерлан, у вас есть вопросы? Нет, у меня вопросов нет. В принципе, для меня много чужд, но я больше практик, то есть я действующий предприниматель, поэтому многие моменты мне понятны, ясны. Здесь, конечно, да, здесь очень важно все скрупулезно к этому подойти прям и, скажем так,
эти знания применить вот конкретно на практике, то есть в составлении этих таблиц и так далее. Вот, а так было приятно. Спасибо вам за лекцию. Было очень много полезной информации. Спасибо. Там у нас сейчас группа товарищей есть, которые Да. под именем Майржан. Максим. Почему Тимиржан? Почему-то Ой. Максим. Мы хотели сказать то, что вот у нас в университете тоже был курс, назывался «Антикоррупционное право, и потом искусство лидерства и бизнеса». И вот мы тоже там проходили подобные, тоже там переменные, постоянные затраты, расчет точки безубыточности, тоже бизнес-план, как составлять. Нам там показывали, как канву бизнес-модели тоже. И вот то, что вы показывали, как раз вот по нашей теме, тоже вот то, что мы проходили. И наоборот было удобнее слушать, потому что мы уже как бы это знаем, и вы то, что вы рассказывали, уже, наоборот, дополнили от того, ну, то есть напомнили нам о том, что мы уже проходили, потому что это было в предыдущем семестре, и вы нам заново напомнили. И вот за это спасибо большое. Ну да, но и, честно сказать, ну, вот бизнес-проект для нашего проекта уже подсчитан, возможные риски также были подсчитаны, но вот презентации, которые мы в прошлых этапах использовали, вот мы менторам и экспертам показывали их уже, и, ну, фидбэк был такой, то что, ну, бизнес-план у нас, ну, operational task у нас еще был, как у нас будет развиваться дальнейшие перспективы нашего проекта. И в целом они были довольны нашим проектом. Да. Как вы все просчитали? Расчеты? Ну так, по сути, вопросов вроде бы не имеем. Да, вопросов. А так все понятно было, да? Да, спасибо. Спасибо. Надеюсь, полезная будет для вас эта информация. Да, теперь я хотела бы вам сказать благодарю, очень классный тренинг. У меня тоже в голове несколько проектов, и я пока слушала вас, понимаю, что я что-то там упустила, те же внеплановые там работники и т.д. и т.п. Вот. Спасибо вам за ваше уделенное время, было очень интересно. И нам, думаю, всем участникам это все поможет. И в конце тура, я думаю, мы воспользуемся вашим тренингом, вашими советами и сделаем все на все 100%. Спасибо. Итак, если вопросов нет, я думаю, можем заканчивать. Да, я думаю, да. Все, хорошо. Спасибо. Всего доброго.